Россия готовится к большой войне, считают шведские аналитики. Россия стала гораздо активнее тренироваться, начинать и вести полномасштабную войну. Об этом говорится в исследовании Шведского института оборонных исследований. Авторы заявляют, что если раньше Россия уделяла больше внимания отработке навыков по урегулированию небольших локальных конфликтов, то сейчас регулярные стратегические учения российской армии становятся все более масштабными. В частности, аналитики приводят в пример учения «Запад-2017» в Западном военном округе, в которых приняли участие около 5500 российских военных, а также «Восток-2018», где были задействованы аж целых 300 тысяч военных. Авторы утверждают, что российская армия заметно повысила боеготовность и способность в короткие сроки переходить от мирного времени к выполнению задач во время войны. В стране раз в год проводятся масштабные учения в одном из 4 направлений по частям света, чтобы научить армию вести войну на большей части континента. Ну, наконец-то вы заметили очевидное, друзья мои. То, о чем я толдычу уже лет 5. Россия действительно готовится к войне. Россия действительно повысила боеспособность своей армии. Россия действительно готовится к большой войне. Это правда. Я вот в эфире, мне кажется, по-моему, недавно меня брала интервью Янина Соколовская и для ее передачи «Рандеву». И вот, по-моему, в этом интервью я сказал, речь зашла о Грузии, я сказал, что после того, как Россия аннексировала 20%, оккупировала 20% грузинской территории, и война уже прошла, и начали смотреть, что было до войны, и стало все невероятно очевидно, как она строила дорогу через Абхазию, как железную дорогу тянула в Абхазию, да, как неизвестные самолеты бомбили грузинские радиолокационные станции, как подрывали газопроводы. И все было настолько очевидно, что вот просто сидишь и не понимаешь, бог ты мой, как мы это проворонили, да? И вот сейчас мы находимся в такой же ситуации. На мой взгляд, все, по-моему, тоже настолько очевидно, что когда вот эта вот большая пыль уляжется, мы тоже так же будем сидеть и недоумевать, бог ты мой, ну как же мы все это проворонили-то, а?